Мы продолжаем дополнять информационную картину пятницы. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии увеличит количество авиационных отделений авиалесоохраны. В республике появятся Витимский и Саны-Ахтакский филиалы. Арктическая экспедиция побывала в Емиконском районе. В рамках учения организуется мероприятие, посвященное 80-летию Победы. Издана новая редакция международных правил масс-рестлинга. Нововведения вступят в силу с 1 февраля. В Якутии увеличит количество отделений авиалесоохраны. На совещании первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова обсудили план реализации мероприятий по созданию Витимского и Саны-Ахтакского отделений и усилению существующих филиалов авиалесоохраны на 2025 год. Такая возможность появилась после того, как глава Якутии обратился к президенту России с просьбой увеличить количество отделений для борьбы с лесными пожарами. Кроме того, на совещании рассмотрели детальную схему работы и заправку воздушных судов для более тщательной работы авиалесоохраны. На 2025 год Республике Саха выделено дополнительно 2,7 миллиарда рублей. Это на создание 2 дополнительных авиаотделений в Ленском и Алекминских муниципальных районах и на укрупнение в виде добавления численности лесных огнеборцев в существующих авиаотделениях. Федеральное агентство лесного хозяйства на ежедневной основе осуществляет контроль за реализацией дорожных карт по созданию дополнительных авиаотделений. С рабочим визитом в Мегино-Кангаласский район прибыл первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. В ходе рабочей поездки осмотрели ход строительства дома-интерната в селе Манта. Строительная готовность объекта составляет 85%. Ведутся работы по внутренней и наружной отделках здания. Объект планируют ввести в октябре этого года. Также осмотрели ход строительства нового культурного центра в поселке Нижний Бестях, который станет самым крупным объектом в республике. В здании общей площадью более 3000 квадратных метров будут располагаться зрительный зал на 300 мест, кинозал, хореографические классы и музей. На сегодняшний день строительная готовность 90%. Наблюдается отставание от графика производства работ. В связи с этим Садовников потребовал нарастить темп и вести объект по графику. Объект находится на постоянном контроле Министерства строительства республики, а также прокуратуры района. 53 человека сегодня на объекте работают, ведутся внутренние отделочные работы. Службой госзаказчика разработан догоночный график совместно с подрядчиком, с подрядной организацией. План у нас есть до 1 апреля ввести этот объект, и будем делать все возможное. И объект на ежедневном контроле. Еженедельно здесь сюда выезжаем, будем следить за ходом выполнения работ. К 1 апреля мы должны завершить работы полностью. До конца февраля сегодня решено завершить внутренние отделочные работы. Дальше пойдем уже по спецработам. Арктическая экспедиция МЧС России «Безопасная Арктика» побывала в Емиконском районе. Основная цель экспедиции – это испытание отечественных образцов оборудования, техники и экипировки. Кроме того, в рамках учения организуются мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Подробнее в следующем сюжете. Встречали гостей в актовом зале районной администрации, где были вручены приветственные адреса и благодарственные письма работникам ЕДДС района. Маршрут экспедиции проходит вдоль воздушной трассы Аляска-Сибирь, по которой в годы Второй мировой перегоняли американские самолеты для советской армии. В память об этом участники экспедиции несут частичку вечного огня. В рамках данной экспедиции частичка вечного огня, частица, передается от города Мурманска, и конечной точки ее передачи запланирован Чукотский автономный округ, город Певек. Всего у членов экспедиции предстоит пройти более 14 тысяч километров. По территории республики мы уже прошли 1000 километров. Ваш район, я так думаю, уже является, можно сказать, финишной прямой наземного пути. Члены экспедиции провели в школах райцентра уроки мужества, рассказали, показали и разрешили ребятам представить себя на минутку спасателем и защитником. Было познавательно для подрастающего поколения. Все мы должны знать историю нашей страны, чтить и хранить память о тех, кто участвовал в ней, и тех, кто погиб, отстаивая свободу своей Родины. Думаю, что подобные уроки мужества очень нужны и важны, потому что они
подлинно демонстрирует образец поведения настоящего патриота. Побывали в гостях у ребят Центра содействия семейному воспитанию. Встреча получилась теплой и вкусной. Здравствуйте. Ручками. Для учителя ОБЖ школы номер 30 города Якутска Владимира Геннадьевича Яныгина эта экспедиция далеко не первая. В прошлый раз в составе экспедиции Минобороны он участвовал в поиске и подъеме в местности Сосыр потерпевшего крушение на трассе Алсиба военного самолета. Обо всем этом он рассказывает не только своим ученикам. Вообще я считаю, что дети должны знать не только, скажем так, информацию о пропавших самолетах и так далее, но и также они должны очень хорошо знать свою республику. То есть вообще и географически, чтобы расширяли свой кругозор. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Вопросы кадрового обеспечения и не только системы образования всех отраслей республики и своего района обсуждали на январском совещании образования, которое проходило в течение 2 дней. В ходе встречи совещания рассмотрели основные посылы, которые сегодня актуальны для всей страны: увеличение качества образования, стимул для учащихся вернуться на родину по завершению учебных заведений. Новое время, новые вызовы. И это напрямую коснулось образования. Об этом говорили на январском совещании. Одна из основных проблем – кадры. Готовить кадры надо самим. Только привлечение своих коренных местных ребят не только в школы, но и в производство. Поэтому мы должны взращивать наши кадры в наших образовательных организациях. Дальше мы должны их совместно отрабатывать с предприятиями, организациями. Одно из направлений, на которое сейчас сделан акцент – агротехнические классы. Это привитие детям интереса к сельскому хозяйству, интереса к жителям села. И конечно, школы – это, естественно, агропрофилированные школы. Здесь занимаются дети уже изначально с 1-х классов окончания образовательного учреждения. В Токинской школе это направление давно развито. Мы являемся агропрофилированной школой. У нас есть лошади, и продукция у нас холодцы, карта и также варенье делаем. Что там выращиваете? Капусту, морковь, свеклу, все овощи, которые в огороде садят, картошку. И у нас есть кони есть у нас. Это нужно, как вы считаете? Нужно, конечно. Какими будут результаты, покажут итоги учебного года. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Начиная с 1 февраля в силу вступит новая редакция международных правил масс-рестлинга. Всего изменения затронули несколько моментов. Так была систематизирована терминология в масс-рестлинге. Теперь некоторые экипировка и команды судей будут озвучиваться для всех на якутском языке. Кроме того, для удобства зрителей будет введена общая форма номер 3 с инициалами спортсмена, обозначением страны и логотипом федерации. Вместе с этим были отредактированы некоторые моменты в самом состязании. Сейчас, как говорят, появилась система свободного старта. Это когда ноги можно расположить внутри положенного места на доске упора. И самое главное, наверное, мы должны ввести электронный хронометраж для того, чтобы спортсмен понимал, что действие, отсчет времени начался, и через 30 секунд, если он не примет каких-то действий или за это время сделает какое-то нарушение, то он может получить предупреждение, которое сейчас звучит серети, бастака-серети и кесерети. Основные моменты изменений коснулись весовых и возрастных категорий. Мужчины с этого года теперь будут бороться в 10 весовых категориях, а женщины в 7. Для первых добавили вес до 85 килограмм, а для вторых до 60 и 70 килограмм. Ну а чтобы выступать на соревнованиях в юниорском или взрослом возрасте, необходимо, чтобы спортсмен был совершеннолетним на момент проведения соревнований. Вот это такой момент. Иногда у нас бывает более, скажем, такой развитый ребенок, 17 лет, а его запускают среди взрослых. Он получает травму, потом тут начинаются юридические казусы. Поэтому, чтобы... это в других видах спорта. У нас, в принципе, такого, конечно, не было, но
мы решили подстраховаться и вот ограничить определение возраста спортсмена правилами за день до соревнования по 18-летним. Определены лучшие спортсмены Амгинского улуса. В торжественный день 10 спортсменов получили денежные сертификаты за высокие результаты, укрепление имиджа Амгинского улуса в республике и за ее пределами. Чествовали и чемпиона мира по масс-рестлингу Василия Захарова. В декабре прошлого года Василий одержал красивую победу в весовой категории до 75 килограммов на чемпионате мира в Кыргызстане. Эта победа – золотой дебют в карьере перспективного молодого спортсмена. Праздничный вечер украсили и звезды якутской эстрады. На чемпионате мира мне очень было сложно собраться, сильно ответственность была большая. Не мог ошибиться, очень много думал, а вдруг проиграю, а может что-то не получится, вот так вот. Много были мыслей в голове. Типа сейчас быстро выиграю, подумал. Оказывается, потом вот, когда уже вызвали, вот, я уже собрался, сам себя победил, да, и как тренер сказал, полчаса мы тянулись. Очень спорные были моменты там, и я психологически выиграл себя впервые, поэтому победил, думаю. В Намском на слеге Верхневилюйского улуса провели вечер памяти, посвященный артисту юмористического мини-театра «Мокос». Вячеслав Николаев был автором многих инсценировок. Всю свою жизнь он посвятил художественной деятельности и умело применял свой талант. Играл он не только в театре «Наслега», но и дважды был награжден за лучшую мужскую роль в якутских художественных фильмах. Сегодня его соратники по театру решили показать все его инсценировки, а в марте планируют организовать республиканский конкурс для мини-театров в честь Вячеслава Николаева. МОКОС был создан в 2001 году, и с этого года он постоянно легендарный наш артист. У него очень много ярких ролей. Очень преданный к сцене, любил сцену и любил реакцию зрителей получать. Такой он был. Так как мы начали 90-е, 2000-е годы, конечно, его самая яркая роль – это Верка Сердючка. Он мог обыграть саму звезду. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.